патриотического воспитания. Сегодня у нас состоится с вами встреча с участницей Великой Отечественной войны, поэтессой, я надеюсь, что вы стихи читали, да? Чистолевой Прасковьей Ивановной. Давайте поаплодируем. И вот я хочу вам сказать, что к нам пришла на встречу наша ветеран педагогического труда Денисова Ия Алексеевна. Тоже поприветствуем. А знаете, я говорю, что просто встречи не бывает простой. Только мы поговорили с Прасковьей Ивановной, и детский дом, она говорит, а у меня там ученица работала. Ия, говорит, ее зовут. Я говорю, так это Ия Алексеевна Денисова. Я после разговора захожу в автобус, и Денисова и Алексеевна прямо передо мной. Вы представляете, насколько мир тесен? Я ей говорю о встрече, она говорит, я обязательно приду, потому что это моя учительница, но она потом тоже скажет. Итак, слово Прасковье Ивановне. Пожалуйста, им, наверное, дать слово, вступительное слово, а потом я буду говорить о сборниках. Ну, смотрите, как кому-нибудь из них, кто первый скажет? Вон Костя. Костя тоже хотел сказать хоть. Но это помощник. Константин Викторович, помощник, я так поняла. Не только помощник. Не только, он сам скажет. Пожалуйста, Константин Викторович, вас тоже приветствую. Прасковью Ивановну я знал заочно с 1975 года. В 1975 году классный руководитель Мария Дмитриевна Корчева-Попова проводила у нас классный час «Моя будущая профессия». И вступительное слово у нее было следующее, что я выбрала профессию учительницы, педагогическую профессию учителя, благодаря тому, что была влюблена в свою учительницу Прасковью Ивановну Чистолеву, которая преподавала русский язык и литературу в Нючинской школе. Не стало Марии Дмитриевны, но Творец помог мне встретиться с Прасковьей Ивановной. Для меня это очень прекрасный, удивительный человек. Почему? Потому что она профессию свою, быть учителем с большой буквы, пришла благодаря тому, что эту профессию она пришла по призванию. Слово призвание знакомо вам? Не так, как куда-нибудь, а по призванию. И есть десятки, сотен учениц и учеников ее, в том числе Худяев, который был ректором университета. С вами здесь, с нами присутствует ее бывшая ученица, которые выбрали эту профессию благодаря Прасковье Ивановне. К тому же в год 70-летия Великой Победы Прасковья Ивановна участник Великой Отечественной войны, в год патриотизма, в год 70-летия Великой Победы и в год литературы в Российской Федерации. Вот все вот эти вехи, либо вся вот эта ее судьба пронизана данными параметрами. Спасибо вам. Ну, а меня Прасковья Ивановна учила в Выгодской средней школе в 6-7 классах. Это 56-й, 57-й год. Вот считайте, сколько лет прошло. Вот, около 60 лет. Я в первый класс пошла, уже своего брата, который младше меня на год, стала учить тоже тому, чему меня учили в школе. Но в 6 классе я определилась точно, что я буду учительницей русского языка и литературы. Тоже благодаря Прасковье Ивановне. Она в класс всегда приходила, да не только в класс, по школе ходила, как бабочка, порхала. Молодая, красивая, все время она напевала что-то себе под нос. Уроки были очень интересные, такие живые. И я просто влюбилась. Я, наверное, из нашего класса одна пошла в пединститут, и именно вот на этот факультет, чтобы получить звание учителя русского языка и литературы. Вот, благодаря вам. Так, мы изредка встречаемся. Я была на юбилее, когда очень широко отметили в университете нашем
Так, хожу домой. Но, конечно, жизнь есть жизнь. Тем более я работала в интернате 33 года. Поэтому, как говорится, с утра до ночи, как ваши воспитатели тоже, все пропадало, особо некогда было. А сейчас я на пенсии, поэтому мы будем продолжать встречаться. Спасибо. Продолжать. Вот я когда встретила вашу Нину Васильевну, то я вспомнила себя молодой. Вот она тоже такая звонкая какая-то, веселая. Я была такая, как она, если бы она этого не сказала, я бы не стала об этом говорить. Я продолжаю, потому что она это сказала. А прийти на встречу, я здесь была, не в этой комнате, в другой комнате была встреча, когда еще был жив сам Католиков. Как его звали? Александр Александрович. Александр Александрович. Все католиков как-то имя улетучивается. Я с ним была знакома, не очень близко, мы по общественным делам, я очень общественным делам активная такая, все меня в городе знали, я лекции много в школах читала. И с католиком мы познакомились. Он меня пригласил, я была здесь на встрече с вашим воспитанником, и, конечно, с совсем другими людьми. Может, никого из них, ни одного человека теперь не осталось, это было давно. Сколько лет, как его нет, я не помню уже. 18 лет. 18 Он умер в лет. 96-м. Когда-то вот незадолго до его смерти я и выступала. Просто тоже вот как участница войны. Он хотел меня представить как участницу войны. А сейчас я пришла еще и как поэтесса, потому что я хожу в школы, сочетая. То 9 мая, то вообще в мае. Не только 9, весь май всегда нас приглашают по школам, везде участник. Соответственно, Извините, ничего. у меня смутно. Ничего. Что мне все труднее и труднее подниматься и приходить куда-то. Вот только в такие, как вот педагогический внук, мой Костя, другие бывшие ученики мои иногда мне организовывают встречи. Первую встречу я в школе устроила в средней школе номер 1, где учился и закончил ее мой сын, уже покойный, его уже нет. И двое моих внуков, его дети, оба, девочка и мальчик, оба закончили эту школу. Я пришла поклониться той школе, которая воспитывала моего сына и моих внуков. А сюда я захотела снова прийти как поэтесса, вспомнить Католикова, вспомнить Ию, которая тут работала старшим воспитателем. И прочитала мне социальная работница, я уже читать не могу, у меня зрение не позволяет. И ходить тоже я не могу одна, я никуда одна уже не хожу. Может качнуть, нет уже уверенности, мне 91 год. Вот такой возраст. И прочитала она мне в газете, что вы, воспитанники вот этого католиковского интерната, хотели бы иметь приглашение от кого-то, чтобы приходили в гости. А я человек очень общительный и веселый, несмотря на возраст. Я люблю, вот Ия сказала, она работала, как она сказала, или Костя сказала, работала по призванию. Вот я любила эту работу. Я люблю детей с самых маленьких и до самых взрослых. Я всех люблю детей. Больше, чем взрослых. Ну, взрослые, они сами по себе. А дети вот как-то, мне кажется, вот они мне нужнее, и я им нужнее, чем другие люди. Потому что очень много через мою жизнь прошло бывших учеников. Из них много великими людьми стали. Вот Сергей Иванович Худяев, его тоже нет уже, возглавлял наш университет, а до того работала в Академии наук в Москве над космосом. Они там что-то, он говорит, Паскаль, извините, я не могу вам рассказывать, это секрет, потому что это космос. И приехал советоваться. Вот мне предлагают ректором сюда, в Сыктывкар. Мне хочется, надо мной смеются из Москвы, из Академии наук, в какую-то тьму таракань. Я говорю, Сергей, они, конечно, не правы, а ты молодец. Приезжай, я хочу здесь работать и умереть здесь, быть похороненным. Я его хоронила. Вот такая связь, такое объяснение моего появления здесь. Я почему-то думала, что народа будет побольше, комнат побольше. Ну ничего, сколько есть. И я удивилась, что много мальчиков и мало девочек. Что мне как раз приглашать в гости было бы уютнее и проще девочек, чем мальчиков. Но я и мальчиков не против принимать, пожалуйста. Как король.
короткое знакомство. А кто хочет пообщаться, вот именно в гости прийти и пообщаться, как говорят, с интересным человеком. Она, по-моему, говорила об этом. Вот, ученики меня всегда все любили. Извините, пожалуйста. Садись, садись, ничего. И мне хочется немножко познакомить вас с моим поэтическим творчеством. Я думала, если будет много народа, я скажу, может быть, среди вас есть люди, которые сами пишут стихи. Я ведь очень рано начинала. В детских садиках дети уже стихи складывают. В детских садиках уже женихи и невесты заботятся и пишут стишки о любви. А у меня в 4 классе мальчик у меня влюбился, сидел сзади за спиной. И вот, пожалуйста. А я потом написала о нем стихи в 4 классе. Да, в 4 классе. А когда в 5 классе я обращалась, мальчишки, у кого есть ножичек, подчинить карандаш на уроке рисования. Он подбегал, на всех смотрел, не смейте, он один только будет мне давать. Он уже ухаживал за мной в открытую перед всем классом. Поэтому на всякие темы, начиная с 1 классов, я могу разговаривать, учитывая опыт моей жизни, как все в жизни бывает. И я написала 13 сборников, 13 книжек, стихов. Это вот про войну стихи. Это первый сборник. Там вся моя жизнь отражена. Это по существу как дневник получается. Но в стихах. В конце сборника поэт Ионов, он выступал в Доме искусств, где я отмечала 75 лет. 70 опять. Чей? Твой? О, Да Господи, ты отключи выгоните его. меня. Ну да, ты отключи просто и все. Дело в том, что у меня Я не ноги, знаю, я как пользоваться не отключаешь. могу. В театре всегда говорят, просим отключить телефон. Филармонии. Вот. Что-то. Значит, я про Ионова начала, да? Ионов, про юбилей. Один юбилей в университете происходил. Там мой Сергей Худяев стал ректором и пригласил меня провести юбилей в его, где он теперь ректор в университете. А я там работала одно время. И там отмечали мой юбилей. Потом в Доме искусства, поскольку я к искусству тоже имею отношение. Не только стихи, но я не буду подробно дальше рассказывать, что именно. Меня туда пригласили. Я говорю, я же не работник искусства. Ну что вы, Прасковья? Вы 8 лет преподавали в музыкальном училище. Мы вам все благодарны. Ну ладно, ребят. Раз вы приглашаете. И вот там 75 лет отметили. 80 лет опять в музее. Уже в музее института. И ко мне приходят на юбилеи поэты, которым интересны мои стихи. Они пишут стихи про меня. Мне не стыдно хвастаться этим. Вот оно, стихотворение здесь в сборнике. Вам, наверное, это будет интересно. Как поэты пишут, что они про меня тут написали. И в сборнике в этом очень много фотокарточек. В том числе 10 штук Константина Викторовича Бадокина, моего педагогического внука. Он меня везде вот так водит, организовывает и фотографирует. И много карточек, где как мы встречались, там с учащимися, просто так. Поэтому маленькая такая книжечка. Сейчас, кстати, как раз, я их по 100, по 200 штук заказываю сразу, когда печатают, и раздаю всем, кому интересно. На сей раз у меня как раз 5 штук только осталось. Нет этих сборников. Кто ко мне будет приходить, тем все получат обязательно любые сборники, которые у меня там окажутся, кто захочет. Если кто сам пытается писать стихи, я буду учить этому. Я преподаватель литературы, я знаю, как этому научить. Некоторые думают, как написал, так и ладно. Нет. Вот сейчас у нас в городе несколько поэтических объединений. И как только не пишут, все ко мне это идут, я проверяла, вот зрение, может, на этом потеряла. Ну, по возрасту не так уже пора. Этому надо учиться, этому надо знать, как надо. Нужно знать правила стихосложения. И раньше это было в программе литературы. В старших классах преподаватель литературы рассказывал, показывал. А у Пушкина, в Евгения Онегина, есть такие строчки. Вот. А он ямба от хорея, не мог он ямба от хорея, как мы не бились, отличить. Не мог он ямба от хорея, как мы не бились, отличить.
Вы слыхали слова ямб, хорей? Скорее всего, нет. А считалось при Пушкине стыдно не отличать одно от другого. Онегин не умел, бились, его учили отличать, так и не научили. То есть, мол, такой некультурный человек. А у нас это забыли, что это один из... Стихи – это монблан литературы, то есть высшая вершина литературы. И уметь читать и понимать, которые из них лучше, которые на высоте, которые так себе, пытаются только. Это признак культуры человека. А культура как-то всем привлекательна. Культурного человека большинство любит, культурный человек красив. Он вот не сядет перед женщиной так, как тут пришедший дальше мальчик сел. Пусть он учтет, что это не культурно. Даже как сидеть, это тоже культура, умение. Поэтому чем больше вы получите культурных каких-то знаний, привычек, увидите это, тем вы вырастете, я обещаю вам, кто ко мне будет приходить много, тот вырастет в культурном отношении. Это проверено жизнью. Таких людей очень много, они мне говорили об этом. Но сейчас я оставлю только, конечно, Нине Васильевне обязательно. Я влюбилась в эту женщину. Спасибо. Прошу ее спеть. После того, как я сейчас познакомлю вас со сборниками. 13 сборников. А стоит ли? Нет, немножечко. Я только название сборника скажу. И то понятно. Первый сборник я назвала «Робкие строки». Ну, вы знаете, что такое робкий человек? Только сестер и братьев. Показала им, больше никому не показывала. Эти робкие строки теперь считаются нормальными стихами. Оказывается, они уже были хорошие. Прошло с этого времени много десятилетий. Я давно стихи пишу, очень давно. Второй сборник называется «Жажда пустынь». Такое неожиданное название, правда? Сколько у нас осталось времени? 30 минут. Полчаса еще. Еще полчаса. Это очень интересный случай, я расскажу, как родилось такое название. Я взяла его строчку из моего коротенького стихотворения, я его прочту. Эпиграф. Сердцу не прикажешь. Дальше мое стихотворение коротенькое. Я научилась приказывать сердцу. Ну перестань, успокойся, остынь. И замолчит. А за клапаном дверцы жажда, безжизненность, бури пустынь. Вот что такое приказать сердцу. Это вам на будущее, когда вы станете взрослее и будете выбирать себе пару в жизни, запомните, слушайте сердце. Это страшно, когда на него наступишь и прикажешь, оно послушается. А что будет, потом трагедия потом будет. Я взяла в название сборника вот эти два слова из этой строчки. Бури пустынь. И 4 года не могла печатать. Все стихи на эту тему оказались такими тяжелыми. Когда я начала печатать, у меня болело сердце. Я потом 4 года откладывала. После моих вот таких встреч ко мне обычно подходят и говорят, можно второй сборник? А у меня стопка вот бывает, я принесу, чтобы раздавать, а я его не издаю. Это какой-то особенный такой сборник. Ну, в сторону. Третий сборник о природе. Природа божественна, так я назвала. Божественно, потому что я, когда его издавала, уже верила в Бога. Мы, советские люди, не верили в Бога. А потом, потому что книг не было на эту тему. А когда книги появились, я начиталась, потом с людьми поговорила. И вон Нина Васильевна рассказывает, только со мной поговорила и тут Женечку встретила мою. Она, я говорю, вот это по воле Бога. И как много всего по воле Бога происходит. Я вас не агитирую за Бога, живите, как вам нравится. Но я, как человек, который верит, что природа-то тем создана, откуда она? Она создана
Вот она божественна по созданию, по рождению. И божественно прекрасно. Когда мы говорим божественно, то есть очень красиво. Вот она у меня, природа божественна, третий сборник. Четвертый я назвала так. Страстей узоры. Тоже из своего стихотворения взяла строчку. Но это стихотворение слишком такое интимное, любви, и я его не буду читать. Кто потом вспомнит, кто ко мне придет когда, то я покажу это стихотворение, и они сами прочтут его. Страстей узоры. Оно хорошо иллюстрировано, я сама придумывала, открытки брала там, а потом сама рисовать начала, хотя я этим талантом не обладаю. Но нет дождей-то, нет у меня, нет дождей здесь. Есть, наверное, есть. Костя, у меня есть дожди? Нет? Там, в том, у вас там есть что это, набор какой-то? Я свой не взяла. Вот она, природа божественна. Ну-ка. Вот она, природа божественна. Нет, мне природа божественность я взяла открытку, как оформлять сборник. Тем, кто пишет стихи, потом делать сборник, уже учу. Моя знакомая принесла мне вот этот снимок из Коми-Республики, ее родина. Я говорю, и поднаписала просто как знакомому человеку. А я ее использовала как обложку и ей подарила. Она была очень счастлива, что я ее сборник использовала. А другого нет о дождях. Нет? Такой только, да? Ну ладно, разберемся потом. Значит, как я иллюстрирую, как потом редакция иллюстрирует. Я всех спрашиваю, который вам больше кажется. У меня есть сборник о дождях только. О дождях и снеге. Мои дожди и снеги. К моему великому удивлению, большинство, 95% читателей говорят, самые интересные стихи у вас про дожди. Трудно поверить. Ну неужели, говорю, можно... Вы сделаете отдельный сборник про дожди. Да вы что, неужели будут читать только про осадки? Это же неинтересно. А вот интересно оказалось. Я написала, сделала этот отдельный сборник, и Костя Киселева, Галина Викторовна, вы, наверное, знаете, Конечно. теперь она возглавляет общественную палату, бывший тоже филолог, 16-й школы языка. Изумительный человек. Она была директором общественной приемной главы, а теперь возглавляет общественную палату. И она написала, я влюбилась в ваши дожди. Ну что ты будешь делать? Ну, как только никто не прочтет, всем хватит. И она так сказала. А потом вообще все стихи проанализировала и в конце пишет. Такие стихи очень нужны людям. Точку поставила. И добавила еще с большой буквы. Очень. Опять точка. Вот как дожди, оказывается, так могут нравиться людям. Ну, она не только дожди, дальше все другие стихи. То есть, почитаете, нужны людям. Вот. Одним одни стихи нужны, другим другие. Из 13 сборников можно выбрать. И если кто любит читать, я на уроках литературы, наверное, все-таки вам читают стихи-то. И, наверное, какие-то стихи наизусть все-таки по-прежнему учат. Или нет уже? Учат. Учат? Хорошо, хорошо, что хоть что-нибудь останется. Представьте, моя неграмотная мама пела, напевая, неизвестно на какие мелодии, может, сама сочиняла приблизительно, когда мы маленькие были. Стихи Тютчева. В народе не знали, кто такой Тютчев, фамилии этой не слыхали. Но стихи настоящие знали люди наизусть и передавали из поколения в поколение. Знать хорошие стихи – это значит лучше душой быть. Говорят, ангелы любят бывать в душах людей, потому что эти души красивые. Любите стихи, будете красивее. Это точно. Нет, правда. Дальше 6-й пропускаю. 6-й особенный, о нем долго кто приходить будет. Ну, не потрясающая совершенно история с 6-м сборником. Но не буду, некогда. Это надо рассказать. Потрясающая история. У меня об этом там написано, в этом же самом сборнике. В нем все сказано. Дальше 7-й я сделала избранную. Сына в Москве издал. Когда принес издавать, ему и говорят, это ваша мама такие стихи пишет? Он говорит, да. О, значит, ему понравились. Он обрадовался, что понравилось. А меня спрашивают, мама, сколько будем издавать? Я говорю, сынок, у меня в городе
100 человек, учеников только бывших найдется, которым я захочу подарить. Я со всеми, кто по телефону, кто где в автобусе встретится. А он мне говорит, ну ладно, а 200 хватит? Я говорю, конечно, хватит. Спасибо, сынок, спасибо. 100 я сразу раздам, а еще 100 буду потом раздавать. Они его спрашивают в Москве. И сколько же вы хотите сдавать? Он говорит, 200 экземпляров. Он думал много. Он говорит, 200 экземпляров? Он растерялся и говорит, такие стихи, только 200 экземпляров, вы что? Он говорит, а сколько же? Они говорят, ну хоть 500? Он говорит, ладно, давайте 500. И сдал 500, они у меня очень быстро разошлись, у меня сейчас их нет. Только кто придет ко мне, я покажу. Это сборник в Москве ездил, он все-таки отличается от моих сыктывкарских, которые я здесь издаю. Я немножко хвастаюсь, приводя похвалы других людей, чтобы заинтересовать вас, чтобы вам хотелось почитать мои стихи. Что за стихи такие, которые даже в Москве понравились там кому-то, и которые так быстро люди расходятся. Женщины плачут над моими стихами, многие рассказывают. Я говорю, найди мне стихотворение, в котором ты заплакала. Найди. Найдет, покажет. Ну, правильно, конечно, наверное, не вытащит. Еще какие сборники? 6-7. Дальше. А дальше в основном про любовь. 10-й сборник, поэма «Песня». Юбилейный сборник есть один. После 80-летия я целый сборничек про юбилей написала. Потом, как я ездила по на родину, и вот как это произошло, где какие стихи. Еще сборник. 11-й дожди, 12-й лишь были бы помыслы чисты. Вот еще об этом сборнике скажу и заканчиваю. А Костя, а где у вас нет 3 поэм-то? Вот. Есть и у вас. 3 поэмы любви. 3 поэмы, да. 3 поэмы о любви, где в конце стихи про Виктора, про Константина Викторовича, я говорю, сама-то моя Костя, а так вот, потому что он очень много для меня сделал, и много фотокарточек моих в сборниках. И я написала, а они с дочкой издавали мои сборники, взялись издавать. А это непросто, это надо искать. И он говорит, чтобы писать стихи, нужен талант. А чтобы издавать, тут гениальность уже нужна. То есть издавать труднее, чем написать стихи, я смеялась. И вот я написала ему стихи благодарственно и вообще, как бабушка внуку своему. И тут, что я хотела про Костю. И про Юлю. И про дочку Юлю. Про нее и про дочку Юлю, которые мне издавали стихи. 2 хороших человека. Он внук, она уж правнучка получается. Она сейчас уже мама. Вот столько ей лет. И этот мальчик ко мне то с Костей, с дедушкой придет, то с мамой, то с бабушкой, с женой Кости. Ко мне этот мальчик ходит и по телефону со мной разговаривает. Такой Дима, очаровательный мальчик. А я очень люблю маленьких особенно. И вот в конце тут стихи, в конце этого сборника. Поэтому я Костю спрашиваю, это вроде как отчасти уже его сборник. Вот, пускай издает и пускай дарит кому хочет. Я потом дальше написала, у них еще одна дочка есть в Ленинграде. Она тоже уже замужем. И я и с мужьями знакома, они мужей ко мне приводили. Это у меня как родная семья уже тут получилась. И я написала стихи и о жене Кости, и о другой дочке их. То есть, и говорю, давайте буклет издадим. Фотокарточек всей вашей семьи, тогда Димочки не было еще, маленького не было. И мой портрет, как автора стихов. Они стесняются, я стесняюсь. А вот можно бы такой еще буклетик сделать. Интересно было бы. Близким людям дарить. Что такое стихи? Стихи вы дети удивления, вы дети боли и тоски, или восторга, очищения, а то и просто плод умения, нескромной и глухой руки. Бывают в газете такие стихи, что я думаю, Господи, Боже мой, зачем он написал это? Зачем они напечатали это? Это оскорбление стихам. Такие бывают плохие стихи. Вот просто человеку захочется показать, что он тоже умеет это делать. Умеет, а это не стихи, это не поэзия, там не образы.
ни красоты, стихи, вот сейчас немножечко о стихах, и заключение о стихах. Коли ритма нет, то слаб поэт. И строчка спотыкается, как вот хромой человек. Вот их читают, а меня дергает. Так искажают стихи, уродливые стихи пишут некоторые. Нельзя этого делать. Если написал, надо показать знающему человеку, чтобы сказали, вот так можно, а так нельзя. Не портить стихи. Так, значит, коли ритма нет, то слаб поэт. И строчка спотыкается. А смысла нет, и рифмы свет на гибель обрекается. Но красота всех строк звучания, она условие стихов. Поют и плачут окончания. Без них не вспомнишь вязи слов. У меня очень много стихов о самих стихах. О чем только нет. Обо всем на свете. Говорят, там философия какая-то много. Я не замечаю, я пишу то, что чувствую и думаю. Кому интересно, вот приходите, читайте. И получите с горем. Кто Кто читал? любит, кто Кто-то любит, хочет кто сказать? любит читать стихи. Но Косте-то надо прочитать. Вот смотрите. Ребят, можно прочитать? Ну, Прасковья Ивановна, конечно, Костя. конечно. Педагогический мой внук, надежный, интересный друг, таков их весь семейный круг. Всех добрых дел инициатор, и он же их организатор, и сил людских координатор. Как кость, для мышц живых опора, как Минутку, горсть, они не поняли вот эту строчку. как кость да, для мышц для живых мышц опора, живых. опора, опора. да, Так, как горсть, где ключ, что вскроет горы, как ось земли, движение скорость. Так он главный, но в тени его семьи, благословенные дни мои. Вот Константина Викторовича. это ему похоже. Спасибо, дорогая. Юная женщина-веточка, крепкого дерева деточка, сильная, гибкая, тонкая, тихая, сдержанно звонкая, умная, добрая, прочная, в деле вообще не точная, юная веточка стройная, древа родного достойная. О, Это Юлечка. это вам. Костя, передайте Юле, что хлопали. В работе, да? И я разговаривала, ко мне же приходят ребята постоянно. И мы определились, я правильно Настя поняла, да? Что Богдан Иванов и Настя Костина будут ходить по воскресеньям и читать газеты Прасковьи Ивановны, правильно? По воскресеньям с 3 до 5. Вот я говорю, Прасковья Ивановна, эта встреча у нас пройдет, и мы будем с детьми, я один раз свожу, а потом они будут самостоятельно ходить. Да? Настя, так? Вот, потом ко мне приходили, а я тоже хочу, я тоже хочу. Я говорю, начнем пока с двоих. Вот, это я хотела сказать. Да. Что если вы назначите одних и тех же, а может еще кто захочет. Вот первый раз вы уже назначили, они сходят, они ребятам расскажут, как это произошло. Насколько это интересно им было или нет. Вот поскольку сейчас они познакомились немножко со мной, с теми, с кем я общаюсь, как я вообще живу. А потом они расскажут другим, и кто захочет, мне, ну, все равно кто. В первую очередь мне хотелось бы тех, кто любит стихи. Ну, кто придет, все равно. Приглашаю. Больше 2 человек, ребята, я не могу по здоровью принимать. И квартира маленькая. Что? И квартира И небольшая. квартира однокомнатная. У меня была 3-комнатная, я разменяла на 2, чтобы внукам после меня. Одному внуку, другому внуку. Какая молодец. Слушайте, нет вопросов, да? Знаете, Прасковья Ивановна, мы все равно читали ваши стихи, с ребятами обсуждали, и вот решили от нас, от всех, от воспитанников, подарить вам вот такую картину. Это тоже батик, и я думаю, она вот как раз соответствует, эта работа, вашему настроению. А сделал эту работу Ширнин Максим, вот, и мы эту работу вам дарим. Дальше мы прикладываем буклетик о нашем детском доме и магнитик. Магнитик, это будет память. Ну, магнитик, это буклетик о нашем детском доме. А магнитик на холодильник, это детский дом. Ну, мы идемте, это будет в музей. Да? Ну, хорошо. Так. Не обидеть ребенка.
У меня все стены завешены, у меня просто некуда, маленькая комнатка, вот придут увидят. Радио сообщили в 6 часов, что началась война. Все, мы спать не легли, пошли все в военкомат и говорим, мы хотим защищать Родину идти. Но нас, говорит, когда надо будет, тогда пригласим. Мы письмо Ворошилова написали. От Ворошилова нам тоже ответили, когда надо, мы вас попросим, пригласим. А пока мы призываем военнообязанность, которые уже умеют воевать. И когда нас пригласили, мы пошли. Но к этому времени уже погиб мой Борис. Он вскоре, в первые годы, в первые месяцы войны погиб. Поэтому я вот эту вот книжечку начинаю с его крупного портрета и с маленького своего портрета, когда он погиб, а у меня грустное лицо. И вот это первое стихотворение. Я немножечко... Прочитайте, пожалуйста. Шла добровольцем на войну, чтобы мама меньше убивалась, повестки долго добивалась. В скобках сейчас скажу, отвлекусь от всего. Мама ходила, говорит, паночка, доченька, ты везде первая, ты везде у нас староста, ты везде первый секретарь комсомольской самоорганизации. Ты, наверное, первая пойдешь добровольно. Не ходи добровольно. Ну уж если повестку принесут, ну деваться некуда. Ты говорит, добровольно не ходи. Ладно, мама, ладно. И ходила везде, говорила, принесите мне повестку, чтобы маму немножечко облегчить. Я так и начала стих, чтобы мама меньше убивалась, повестки долго добивалась. Я почему-то улыбалась, когда все плакали. Одну в толпе рыданиями гудящей лишь маму различала я. Буксир свистел, отчаливал, мой первый в жизни разводящий. Это первое стихотворение о том, как я уходила. Теперь дальше. 4 года, а эпоха. Совсем другая жизнь. В сердцах людей да не заглохнут поля войны и рубежи. Войне конец. Живые дома. Среди родных, друзей, знакомых. А мама мне, сознайся, дочка, повестку-то сама. Сейчас, минутку, я объясню, почему. Вот так, это пилотка на мне, это пилотка. Так точно. Потому что к пустой голове прикладывать нельзя голову, вот эту руку. А говорить так точно надо, вот так точно. Но при этом, чтобы была или пилотка, или билетка на голове. И дальше я не буду читать, наверное, потому что там 2 длинных стихотворения. Одно о том, как мать этого Бориса, погибшего в первые дни, встретила меня, когда я вернулась с войны, с ногами, руками, с тем же лицом и с той же головой, но внутри голова у меня разбитая. Она и сейчас с трещиной. Я была закопана, живая в воронку взрывом, и откопали мертвую. А потом я оживела. Но в голове осталась трещина, которую не стали трогать. Я прожила всю жизнь с этой трещиной. Чем дальше, тем она острее чувствуется. Я не переношу шум, большие нервные потрясения. Я делаюсь прям, голова у меня совсем ненормальная. Я уже перенесла инфаркт и 2 инсульта. Поэтому в хороших условиях, вот воздух пришли, у вас нормальный воздух, а мне мало воздуха, потому что у меня голова особенно болезненная. Но, слава Богу, и руки, и ноги на месте. Я могла прожить счастливую, даже красивую жизнь. У меня был замечательный сын. У меня было 2 внука, одна уже умерла, один жив и хорошо сейчас живет, молодец тоже. У меня столько хороших друзей, знакомых, замечательных людей было не только среди учеников, вообще. Это счастье, хорошо прожить жизнь и иметь много хороших друзей. Может быть, все. Оно было у меня недостаточно хорошо написано, и все время это меня тревожило. В 60-летие я отмечала в Москве с сыном, он там жил тогда. И я приехала к нему в гости, мы были на Поклонной горе. Многие ли знают, Поклонная гора так называется потому, что Наполеон, когда Россию считал, победил, забрал столицу страны России,
вот на этой горе ждал поклона от москвичей, что придут подарки ему принесут. А к нему никто и не пришел. А гора, она уже, видимо, называлась Поклонная, и до сих пор называется Поклонная. Так что они пытаются завоевывать и Гитлер, и Наполеон, а сейчас он начинает страшное дело, слава богу, вроде бы, может быть, удастся сейчас. А то похоже было на то, что опять уже начинается. Какие-то пришли в Киев правители, которые и Украину нашу раздробили, начали по частям. Одни к нам успели вернуться, другие ничего не успели, и теперь их убивают. Это же фашизм, уже опять начинается война. Я уже прямо думаю, я уже ничего не могу сделать. Но к тому, что Россия была и остается, хотя она теперь был Советский Союз, сколько у нас республик было? У меня еще, помню, в 10 классе был костюм, тогда были, как это, устраивались маскарады. Маскарадный костюм, вот до талии я сшила красную кофту и расшила, вышила РСФСР крупным белым буквами. А дальше клинья. 14, что ли, или 16, я уже забыла. Было 16, потом сколько стало 15. республик-то было. Да-да. Что-то очень много республик. Вот я столько клиньев взяла разного цвета, и на каждой из них вышел на сзади. Вот и получила первую премию за этот костюм СССР. Я, значит, а теперь у нас только Россия осталась. Вот. Остальные-то клинья все отпали уже. И все равно мы великая страна. Все равно. Вот Китай был только по территории, сейчас Китай выходит в великую страну. Он начинает так здорово влиять на весь мир. И мы с ними, слава богу, теперь мы теперь будем азиатские. Опять А запоем Москва, Пекин, Москва, Пекин. Идут, идут, надо со всеми идут дружить. народы. Со всеми Мы хорошими за мир, людьми и за странами прочными. Так, песню дружить. пели. От дружбы всегда лучше, Ага. чем от вражды. Из врагов. Когда между собой поссоритесь, пусть вас другие мирят. Потому что, может быть, так и будете врагами, друг дружке мстить. Избави Бог, хуже этого нет ничего. Между странами, между государствами, городами, города побратимые даже есть. У меня сколько названных, вот названный внук педагогический, сестры, там племянницы названные, потому что свои, ну, хорошие люди, больно близкие, я их и называю. Кто сестричка, кто племянничек, а кто внук. Ну, все. Ну, вот. Еще раз поаплодируем и фотография. 60-летие, под 60-летие А. на Поклонной горе. Вот ведь память, голова плохая стала. Ну, вроде я разве могла бы так? Я бы ни за что не забыла, а сейчас забыла. И вот на этой Поклонной горе очень много фонтанов. Я считала, но забыла сколько. Они как-то, вот, знаете, 90 штук, еще 90 штук. Вот я их умножала потом, сколько раз, по 90. Это огромная гора. Там всего всяких музеев полно, концертных залов. И я написала о том, значит, как мы там с сыном сидели, это я не буду читать, я только самый конец прощу. Стемнело, зажглись на горе все фонтаны, и струи воды полыхают огнем. Что такое вспоминаются? Что-то пожары войны вспоминаются, раны. Но мы победили и мирно живем. Опять забыла. Это я новые написала, и старые помнила, а это забываю. А хорошие очень слова последние. А что-то такое. Взрывается небо. Взрывается небо. Цветными огнями. Ой. Ладно, 20-е, великая дата 20 века. И в веке 30-м ей славу споют. Вот такой. Все.